день, дорогие участники онлайн-семинаров. Проблемы и перспективы обслуживания национальной литературы чувашского населения в Республике Татарстан. Так можно обозначить тему моего выступления. Обеспечение национальной литературой происходит через городские, сельские, школьные библиотеки. Пополнение библиотечных фондов научно-популярной, художественной либо другого характера литературы находится под контролем Министерства культуры и образования Республики Татарстан. По роду своей деятельности мне часто приходится выезжать в районы республики, участвовать в различных мероприятиях, в том числе связанных и с образованием. Учителя чувашского языка и литературы сетуют, что им не хватает методических пособий по преподаванию языка и литературы по федеральному государственному стандарту. Основная причина в том, что до сих пор методические пособия по преподаванию чувашского языка и литературы не включены в федеральный перечень учебников. Их нет даже в обновленном списке на новый 2020 и 2021 учебный год. Получается, проблема по обеспечению специальной учебной литературой до сих пор не решена в полном объеме. Региональное министерство образования на основе заявок образовательных учреждений обращается непосредственно в Министерство образования Чувашской Республики. Они тоже ждут включения чувашских учебных пособий в федеральный перечень учебников. Как сообщили из отдела национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан, на сегодняшний день в библиотечных фондах чувашских школ в пользовании насчитывается около 20 тысяч учебников и более 36 тысяч художественной литературы. Последняя закупка была совершена в 2019 году, в 2020 нынешнем закупок не было. Однако в 2021 году упущенные хотят наверстать в полном объеме. По указу президента Республики Татарстан Рустама Минниханова будущий 2021 год объявлен в республике годом родных языков и национального единства. И сотрудники министерства надеются, что на закупку национальной литературы будут выделены дополнительные средства. Уже сейчас начата работа по сбору заявок по необходимой методической и художественной литературе. Заявки собирают в каждой муниципальной школе. В Республике Татарстан насчитывается 88 чувашских школ, из них 67 имеют статус юридического лица, оставшиеся 21 школа – это филиалы. В 18 районах республики идет активное преподавание на чувашском языке. Из 100% чувашских детей около 50% охвачены преподаванием чувашского языка и литературы. Процентное соотношение в районах разное. Лидеры Дрожжановский, Спасский, Аксубаевский, Буинский районы. Здесь охват детей составляет 100%. То есть, начиная с начальных классов, все дети обучают свой родной язык. В Черемшанском районе охват детей равняется 76%, в Буинском районе 63%, в Альметьевском и Нурлатском районах чуть больше 50%. Самые низкие показатели в Бавлинском и Бугульминском районах. Здесь обучение чувашского языка ведется на уровне факультатива. Соответственно, данные районы менее всего заинтересованы обеспечением чувашской литературой. Обеспечение чувашской литературы сельские библиотеки происходит в плановом режиме. По словам работников библиотек, книжный фонд с годами ветшает, новинок мало, читатели в основном предпочитают литературу советского периода, объясняя это тем, что язык классиков более правильнее и богаче. Но когда появляются новинки, с удовольствием их берут. В библиотеки, как правило, ходят более старшие поколения. Устранение некоторого пробела нехватки литературы берет на себя и республиканская газета «Сувар». На страницах газеты печатаются художественные произведения как классиков, так и современных авторов. Кроме этого, редакция выпускает литературный журнал «Шурумбуш». Активно работает Союз чувашских писателей Татарстана. Из новинок роман-трилогия «Вечная Волга», «Вдовья подушка» Николая Сорокина, «А мы Нурлатские» Валентина Бурайкина, сборник стихов Державина в переводе Евгения Турхана
и многие другие. Писательское сообщество Девятиселья, например, Буинского района, ежегодно выпускает литературный альманах. Таким вот образом, произведения наших авторов доходят до своих читателей. Проблемы обслуживания национальной литературы есть, но все они решаемы. Но если бы не было проблем, не было бы и движения. По мере решения старых на пути будут вставать новые задачи. Это стимул к росту. Надеюсь, что в 2021 году в рамках родных языков нам удастся решить нехватку прежде всего учебной, методической литературы и поставить перед собой новые амбициозные планы на будущее. Спасибо за внимание.